Добрый день! Обе стрелки часов на 12. Пора начинать программу «Рабочий полдень» на телеканале «Юрган». В студии Екатерина Борш и буквально 3 новости в старте программы. В Москве завершился 18-й международный фестиваль воздушных шаров. Гран-при и первые места в номинациях «Большая скульптура» и «Костюм из воздушных шаров» взяла команда «Группа товарищей», в составе которой аэродизайнер из Сыктывкара Екатерина Порошкина. Поздравляем с победой и легкого вам творчества в дальнейшем. И еще 2 достижения, но уже спортивных. В первый день октября мини-футбольный клуб «Ухта» на своем паркете добился победы над Глазовским «Прогрессом» в первом матче 1/8 финала Кубка России. Ухтинцы праздновали успех со счетом 4-2. А сыктывкарский спортсмен Александр Васев стал триумфатором чемпионата Восточной Европы по пауэрлифтингу в Санкт-Петербурге. Спортсмен из Коми выступал в весовой категории до 110 килограмм с собственным весом в 105 килограмм и установил 3 рекорда Европы – в приседаниях, в тяге и в сумме троеборья. При этом сам атлет остался недоволен своим результатом. И к теме эфира. Многое в нашей жизни крутится вокруг денег, многое в ней от них зависит. Есть даже такие люди, которые, как говорится, гибнут за металл, только ради денег и живут, и готовы ради них на все. А есть и такие, которые убеждены, не хлебом единым жив человек. Они, конечно, понимают необходимость в них, в деньгах, но всю их важность, но тем не менее относятся к ним достаточно спокойно. Психология денег. Об этом мы говорим сегодня в эфире. И гость нашей студии – психолог Елена Юркина. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Нашим телезрителям традиционно предлагаю участвовать в нашем эфире. 46 90 60 телефон прямого эфира. С вашими вопросами, пожалуйста, обращайтесь. Может быть, вы захотите высказать свое мнение, что деньги важны или не важны и почему. Так что звоните, участвуйте, мы рады будем очень вас слышать. И, как зачастую, мы сначала разбираемся в терминологии. Конечно. Да? Деньги с точки зрения психологии. Что это такое? Давайте сначала определим. Для нас равенство или неравенство, деньги и богатство. Угу. Вот для вас, Екатерина, огромное количество денег – это равно богатству или не равно? Я думаю, богатство – это такое, больше смысл имеет. Я тоже вкладываю в это понятие гораздо больше. Потому что если у тебя очень много денег, но ты при этом немощно болен, то богатым тебя человеком в полном смысле этого слова назвать очень трудно. Так вот, мне бы хотелось сначала дать определение более общего, что такое богатство, да? Угу. Потому что мы все к этому, наверное, и стремимся. Да? По крайней мере, многие, да? Хотим, да, быть богатыми. Что такое богатство? Вот официальное как раз мнение, оно приравнивает к деньгам, количество денег. То есть это материальное и финансовое благополучие, богатство. Но если неофициально мы разберемся в семантике этого слова, он идет от слова «бог». Правильно? А Бог — это полнота жизни во всех смыслах. А чтобы быть, соответственно, богатым, нужно быть самодостаточным во всех ипостасях наших человеческих, так, чтобы проявлять себя как Бога, да, в этом мире. А какие основные ипостаси являются такими, сказать, определяющими наше богатство? Какие мы сможем назвать? Это, соответственно... Физическое здоровье, да? Раз здоровье в первую очередь, да. Потом второе — счастье, может быть. Какое счастье? Не знаю, взаимоотношения какие-то. Вот именно, да. То есть счастье, оно тоже конкретизируется, да. То есть это взаимоотношения с близкими и верными друзьями. Да, это второе. В-третье, это наличие хорошего дома, или жилища, либо среды, где ты существуешь, да. Следующее — это, соответственно, свой род. Благодарные дети, да, верные дети, то есть это счастливая семья. Следующее — это как раз хороший доход. То есть хорошие деньги, да, которые имеются в достаточном количестве. Их ни много ни мало. И последнее, это, конечно, это наше взаимоотношения с любимыми людьми. Так вот, если мы все во всех ипостасях мы, соответственно, счастливы, мы имеем достаточное удовлетворение, тогда мы считаемся богатыми. И, соответственно, богатство в полном смысле, оно не смыслится, естественно, без денег. Деньги с официальной точки зрения — это, как же там определение, да, с точки зрения словаря, это металлические бумажные знаки, являющиеся средством обмена при купле и продаже. То есть, по сути, деньги — это знаки. А что такое знаки? Это некоторый образ. То есть, например, для Маугли, да, из нашего старого мультика, эти золото, эти монеты ничего не значили. Знаков никаких не было. Для современного человека доллар — это уже какой-то знак, да, рубль, соответственно, тоже знак. Так вот, с точки зрения психологии, деньги — это некоторый образ, причем который человек сам наделяет определенной энергетической силой.
А вот какой энергетической силой наделяет человек и как при этой энергетике взаимодействовать, да, вот с этими образом, с этими знаками, мы сейчас попробуем с вами разобраться. Я, кстати, хотела сказать, что такая важная и нужная составляющая нашей жизни — это еще чувство юмора, да, оно позволяет многое воспринимать и радоваться многому, скажем так. Вот в интернете нашли снимки, я просто параллельно с нашим разговором попрошу их пустить, чтобы наши телезрители смотрели. Вот веселое отношение к деньгам. Деньгам. Да, поэтому вы наблюдаете и как бы получаете полезную еще информацию. Кстати, вот с деньгами можно шутить? С деньгами, если это доброта, добрые шутки, соответственно. Только если так. Если у вас чистые помыслы, соответственно, деньги также Ну, то есть вот будут к вам такие шутки, приходить. почему бы и нет? А почему бы нет, да. Особенно, как мы знаем, где есть чувство юмора, где нам смешно, там не страшно. Это еще говорил наш любимый комедиант советский. Ну, в общем, ладно. Райкин. Не совсем нет. Который американцев-то еще постоянно принижал. Задорнов. Задорнов, точно, спасибо, да, это забыла. Так вот, там, где смешно, там не страшно. Есть люди, которые боятся денег. Ага. Есть даже 3 вида страха перед деньгами. Мы сейчас можем об этом, кстати, с вами поговорить. Так вот, если вы боитесь денег, либо больших денег, да, либо боитесь потерять денег, вот это отличная психотерапия. Когда вы начинаете к деньгам относиться с юмором, тогда вы и перестаете их бояться. Угу. Ну, что касается вот денег. Это первое упражнение, которое да, по сути, это первое упражнение, которое не было, кстати, запланировано, но вы здорово к нему пришли. Так вот, с точки зрения энергетики, да, если человек себя любит и уважает, соответственно, он желает себе чего? Благополучия, счастья, материального, духовного, во всех смыслах, о том, что мы говорили, богатства, да. А если человек себя не любит, не уважает, у него низкая самооценка, предположим, или он себя за что-то винит, у него сильное чувство вины перед кем-то, предположим, будет он желать себе счастья в полном смысле, в том числе и материального? Скорее всего, нет. Так вот, деньги, вот энергетика взаимоотношений денег, она напрямую связана с энергетикой взаимоотношений к самому себе. Если мы себя любим и уважаем, то, соответственно, деньги к нам могут прийти. Если мы себя не любим, не уважаем, то мы автоматически ставим блок ко всему хорошему, что к нам может прийти. Так вот, есть даже такое равенство с точки зрения психологии. Количество денег в вашей жизни равно количеству уважения к самому себе. Ничего на сегодняшний себе. момент. Поэтому, То если есть, вам... если нет денег, то надо задуматься над Да, тем, в как первую вы очередь. относитесь к самому себе. Абсолютно верно. И вот как раз вот с этим моментом связана первая причина нехватки денег. А их всего, ого-го, 8 штук. Так вот, первая причина — это как раз вот нежелание жить и действовать в этом мире. То есть человек, когда он рождается, у него же очень много энергии, да? По мере взросления он начинает эту энергию куда-то, ну, соответственно, применять. Человек, который нашел свое предназначение, да, свой смысл жизни, у него обычно много очень энергии, и этот человек является успешным с точки зрения денег в том числе. Правда ведь? Ну, а человек, который, например, который не знает, зачем он живет. Есть же такие люди, которые, вот им спросишь, а зачем ты живешь? Ну, у него как бы такая пустота вот в этом вопросе. Он не знает, для чего он живет. Если человек не любит себя, да, то есть полностью отрицание себя, он говорит, что я плохой, предположим, да? Или, например, человек не любит этот мир. Бывает же такое, да? Да. Люди, соответственно, уходят в наркотики, в алкоголь, в книги, да? Мой любимый способ ухода, в кино и так далее. То есть в любые способы ухода от этого мира, если человек говорит, что этот мир, в котором мы живем, он плохой, то, соответственно, он старается тоже не действовать в этом мире. Он будет стараться сделать так, чтобы он поскорее бы или каким-то образом перешел в другой мир. Да? Соответственно, в этом вопросе тогда... А деньги — это часть этого мира, как ни крути, правда ведь? И, соответственно, если ты отрицаешь либо себя, либо этот мир, либо себя в этом мире, соответственно, деньги тоже тебе не приходят. Кстати, именно с этой причиной очень часто связывают, если вы испытываете депрессию, раздражение, гнев, жалость к другим людям, представляете, не только к себе, но и к другим людям, то это вас действуют такие чувства разрушительные, правда? И эти разрушительные чувства также приводят к тому, что вы начинаете отрицать себя успешным вот в этом мире. Поэтому тоже стоит задуматься, если у вас преобладают часто такие чувства, даже какое-то вроде бы как раздражение, да, что-то такого, раздражаюсь постоянно,
скорее всего, это будет приходить к тому, что у вас либо не будет хватать денег, либо будет ощущение, что вам их не хватает. Постоянное такое чувство беспокойства. Но тем не менее, я бы не сказала, например, что вот по моим личным ощущениям у достаточно денежных людей хороший характер, что они какие-то добрые. Вот как вот не сочетается это у меня немножечко в голове. А давайте разберем, это, кстати, вторая причина. Когда мы воспринимаем деньги как зло, да? То есть большие деньги, большие беды, да, или богатый человек, злой человек, да. Даже есть такой вот небольшой тест. Можно его, кстати, вот сейчас зрителям, соответственно, пройти. Нужно на чистом листе бумаги написать список в столбик из 10 фамилий материально обеспеченных людей, которых вы знаете лично, либо вы знаете о них достаточно информацию от третьих лиц, предположим, Ну, то есть либо не Дональд по Трамп, да? Или Ну да, можно? если вы хорошо знаете его историю жизни, Ага. вы его знаете по телевидению, там, например, вы изучали его, да, жизнь, да, его как характер, как и человек, вы смотрите интервью с ним, то вы можете его тоже написать. И напротив каждого из этих людей напишите те качества личности, те качества характера, которые вам не нравятся. Ну, это упражнение именно, конечно, вы могли бы и написать, что вам нравится, но упражнение направлено на то, чтобы выявить, что вам в них не нравится. Поэтому напишите так. Соответственно, те качества, которые пойдут в этом списке, как ни крути, они бессознательно у вас ассоциируются с большим количеством денег. Ага. Да, то есть На самом деле именно эта черта раздражает, и деньги тут ни при чем. Да? Да, то есть деньги — это не зло и не добро. Деньги — это, еще раз говорю, это образ, в который человек вкладывает определенный энергетический потенциал. То есть для каких-то населений, например, деньги — это ого-го, как много значит, да, американская, да, просистема. А есть такие народы, для которых денег не значит ничего, они туда энергию вообще не вкладывают. Так вот, соответственно, те качества, которые получились, это те качества, которые вы ассоциируете с большим количеством денег, это раз. И, соответственно, у вас сразу идет бессознательная установка. Если вы станете богатым, то вы станете таким. Но что интересно, это правда. То есть те качества, которые мы видим в других людях, это это, как же называется, психологический перенос. Это называется. Эти качества есть в нас. Как ни крути. Только мы эти качества не уважаем, поэтому мы эти качества в себе блокируем. Либо прячем, либо блокируем, либо мы их вообще отрицаем. Нет, я не такая, да. Ну, например, богатый человек, предположим, он жадный, да. Предположим, ну, ассоциируется, да, вот какой-то там Рокфеллер, он, например, жадный. Или, например, как написала одна девушка в интернете, что вот как раз Генри Форд, такой был негодяй, или Рокфеллер, я уже не помню, какая-то из этих фамилий, что у него болело сердце, и он тысячи людей ждут, когда им пересадят сердце, а ему вне очереди его посадили. И вот что значит деньги, и вот так, и вот она пошла на него наезжать. Соответственно, этот же человек, сколько он денег отдал на благотворительность, да? Мы же это ведь не учитываем. То есть в нашем бессознательном большие деньги считаются, например, вот у этой девушки с такой вот бесчеловечностью, да? То есть дети есть без сердца, а он себе сердце забрал. Негодяй, да? То есть эти качества, на самом деле, мы видим только те качества, которые мы заблокировали у нас в самих себе. Если мы получим такое количество денег, как, например, у этого человека, то эти качества у нас проявятся. Мы не хотим быть такими, поэтому мы заодно отказываемся от денег. Как это работает? Схема простая. Соответственно, что делать? Да? Упражнение на то, чтобы сделать так, чтобы мы согласились с деньгами, да? Как их пустить в свою жизнь? По сути, да, вопрос-то такой стоит. Так вот, упражнение следующее. Напишите снова столбик эти качества на новом листочке, все качества. То есть даже если человек, там, например, для вас там развратник, там, душегуб, мордоворот, жердяй, там, не знаю, любые качества, которые у вас появились, вы их напишите. Сверху подпишите «богатый человек». Нет, нет, не так, состоятельный человек. Мы же все-таки про деньги говорим. Те люди состоятельные, да? Так вот, черту проведите и на другой стороне напишите противоположность этих качеств. Например, жадный, щедрый. Итак, по всем качествам. Развратник, целомудренный. Ну и вот все качества напишите. И сверху вот этих качеств, вы как раз их снова прочитаете, подпишите «богатый человек» от слова «бог». Да? То есть счастливый в полном смысле слова.
Так вот, это как раз произойдет некоторый такой переворот сознания, что можно быть богатым и развивать в себе вот эти качества. И что интересно, как только вы начнете развивать в себе вот те качества, как щедрость, да, целомудренность, ну, я, к примеру, то, что привела, сразу у вас начнется приток денег. Это такая установка. Это магия, это установка, это энергетика, и это как работают наши образы с нашим материальным миром. Об этом на самом деле написано куча книг. Вот серьезно, начиная от всем известного Вадима Зеланд, да, заканчивая вот современным популярным Синельников, да, Валерий Синельников. Вот сила мысли, сила образа, она на самом деле колоссальная. Как только вы начинаете работать со своим бессознательным, находите все вот преграды к получению денег, сразу деньги начинают к вам почему-то идти. Магия, волшебство, да, кажется людям, но на самом деле это все закономерно. Давайте, наверное, к третьей причине. Да, давайте. Третья причина. Это когда мы деньги ставим во главу угла. То есть все решают деньги. Все решают деньги. Когда у нас идет так называемое кумирство денег. Вот как раз такие установки, как все решают деньги, все упирается в деньги, деньги это все, без денег ты никто, да, есть же такие фразы. Все эти установки как раз показывают то, что вы сейчас являетесь не хозяином денег, а как раз его, ну, рабом, да, противоположность хозяина. Потому что когда вы ставите, что деньги это все, значит и вы тоже зависите от этих денег. Ваша радость, ваше счастье тоже, получается, зависит только от денег. Вот те люди, которые зависимы от денег, их легко распознать. Они в интернете постят такие смешные слова, как то, что... слова, когда мне признаются любви, это, конечно, приятно, но когда банкомат делает... Это самое приятное чувство в мире, да, предположим. То есть те люди, которые считают, что самая большая радость — это как раз получение денег, то те люди ставят свою радость, свое счастье, да, по сути, в зависимость от этих денег. А значит, они не являются их хозяевами. То есть они становятся похожими на некоторых таких наркоманов. Вот наркоманы, они тоже, соответственно, когда получают дозу, они такие счастливые, да, в эйфории. Но как только у них начинается ломка по сути от того, что они недополучают деньги, или деньги заканчиваются, или денег нет, то у них начинается вот такое злоба, раздражительность. Ну, все это вот как тоже приводит к тому, что человек денег будет терять. Когда ты являешься хозяином денег, только в этом случае, когда ты в голове понимаешь, что ты можешь как привлекать, так и отдавать деньги сам, то в этом случае только ты можешь, соответственно, получать денег достаточно для своей жизни. И ты будешь счастлив даже независимо от того, ну, сколько у тебя денег в кошельке, потому что, ну, есть такая даже установка благоприятная, да, для сознания. У меня всегда достаточно денег, у меня всегда достаточно денег. То есть это такая позитивная установка, в отличие от того, что когда человек говорит, что у меня нет денег, да? Или я вот сейчас вот в крайней нужде. У человека, предположим, зарплата в 100 тысяч рублей, он привык жить на 300 тысяч рублей, и он понимает, что я в крайней нужде. Да? Но на самом деле он не в нужде, это его программа на самого себя. То есть даже говорить так нельзя? Конечно, все, что мы говорим, материализуется. Если вы говорите, у меня нет денег, у вас нет денег. Если вы нужно говорите... заменять какой-то, ну если на самом деле на данный момент, ну бывают же такие ситуации, ну кошелек пустой. А вот как вот, какой фразы заменить тогда, чтобы... Ну, у меня всегда достаточное для меня количество денег. Вот серьезно, даже если у вас кошелек пустой, значит, либо это вам для чего-то сейчас нужно, либо такой момент вы можете, ну, как бы понять, что вы можете прожить и без этих денег. Может быть, это знак, чтобы вы как раз осознали, что вот слишком много вы вкладываете вот в этот образ денег. Может быть, это такой знак, чтобы вы просто ощутили, что Вселенная позаботится о вас. Даже если у вас пустой кошелек, вы не останетесь голодной, вы не останетесь там вне дома. То есть вы все равно будете в благополучии. Ну, об этом мы тоже, хотите, можем поговорить, да, как привлекать деньги. Может быть, в финале нашего разговора? Без проблем, потому что еще впереди у нас 5 причин. Вы знаете, да, конечно, ведь, знаете, очень много притоков денег. Мы всегда привыкли думать, что это только доход от работы. Но на самом деле это не так. Их всего, ну, не знаю, там 6-то точно есть притоков денег официальных.
Даже это Кийосаки, да, наш популярный мотиватор к зарабатыванию денег и к успеху, и то он выделяет 4 притока денег. Ну ладно, вернемся к нашим причинам нехватки да. денег. Да? Четвертое. Следующая причина — это отрицание денег. То есть, когда человек говорит, что деньги — это зло, он, соответственно, их говорит: я не завишу от денег, соответственно, мне деньги не нужны и неинтересны. Деньги мне не нужны, деньги мне не интересны, я готов жить и без денег, деньги — это все плохо. Да? Когда мы что-то отрицаем, мы убираем это из своей жизни. Ну, это логично, правда ведь? Соответственно, чтобы перестать отрицать деньги, нужно, соответственно, признать, что деньги — это часть этого мира, часть моего богатства. Угу. У нас есть звонок, Да. давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Вот у меня вопросы, гости. Вот смотрите, говорят, деньги вот нету. А вот когда занимают деньги у тебя, а как отвечать нету, нельзя, а как еще можно ответить, что ты не хочешь, например, этому человеку занять, а ответить как-то надо. Спасибо большое за вопрос. На самом деле такие ситуации Конечно. и чаще всего отвечают, что нет у меня сейчас денег, чтобы не казаться плохим, может быть, да? Да, чтобы к тебе не было никаких Претензий, да? претензий, да. Но на самом деле самое лучшее — это расставлять границы. Это психологический термин, да, расставлять границы. Например, вы можете сказать: я принципиально не даю деньги в долг. А тех денег, которые я могла бы, например, тебе подарить, у меня сейчас таких денег нет. У меня сейчас только деньги на то, чтобы я сама жила в достатке. Лишних денег вот сейчас у меня нет, которые я могла бы тебе подарить. Соответственно, вы не обижаете человека, вы ему просто расставляете границы. Я не даю в долг. А если у вас есть деньги, которые вы хотите помочь человеку, серьезно помочь, лучше дайте не в долг, серьезно, лучше подарите ему эти деньги. Поверьте мне, так удивительно получается, что когда вы кому-то делаете подарок, вам обратно тоже возвращаются. И даже бывает больше. Еще успеем причины? Да. У нас всего 4 минуты на то, чтобы все рассказать. Давайте. Следующая причина — это страх перед деньгами, то, что я уже говорила. Да? Бывает 3 причины страха, 3 варианта страха. Первое — это биовыживательное беспокойство, когда постоянно есть беспокойство, что мне не хватает денег. Это такая разрушительная программа, как раз когда у нас ощущение, что мы зависимы от денег. Когда мы зависим собственное счастье от денег, в этом случае включается вот эта стрессовая программа биовыживательная. Что нужно делать? Соответственно, нужно себя программировать на то, что всегда у меня достаточное количество денег. Второй вариант — это страх потерять деньги. Да? Когда человек, соответственно, раб денег, когда его счастье зависит от денег, если он тому же говорит, что деньги — это все, да, все это абсолют, то есть деньги — это все. Если денег нет, то с человека ощущение, что он будет, помрет. А бывают даже такие случаи, когда человек теряет большое количество денег, он, соответственно, начинает сильно болеть, вплоть даже до смерти. Это очень плохо. Соответственно, тоже следует для себя разобраться. Страх мы как преодолеваем? Только если мы думаем, а что будет хорошего, если мы столкнемся с этим страхом. Да, ведь? Соответственно, мы начинаем задавать себе вопросы. Это даже такое упражнение. Что будет, когда я потеряю деньги? В чем польза будет потери денег? Какой урок я от этого получу? Ну и третий вид страха — это как раз страх больших денег. Да, самый такой интересный страх. Страх больших денег, он связан как раз с ощущением, что если человек много-много заработает, то он не переживет такого счастья. Или с ним что-то случится, или его кто-то убьет, да, из-за таких больших денег. То есть, по сути, это страх жизни. Да? Как упражнение есть, как сделать так, чтобы проработать этот страх. Напишите, пожалуйста, список из всего того, на что вы тратите деньги и на что вы хотели бы тратить деньги, чтобы быть абсолютно благополучным, абсолютно счастливым. Вот как говорила Остап Бендер, да, вот этому Кисе, да, сколько тебе нужно денег для счастья? Сколько вам нужно вообще денег для счастья? И он такой: да, 100 рублей, да. На самом деле, нет, вообще для счастья, вот чтобы жить долго и счастливо, как говорят в сказках, да. И вот посчитайте, та сумма, которая у вас выйдет, у меня вышло около 150 тысяч рублей. Это включая и питание, и обустройство дома, и развитие себя и детей, и это путешествия и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем,
та сумма, которая получается, соответствует она вашему доходу? Это следующий вопрос. И какие чувства и мысли возникают по отношению к той цифре, которая возникла? У многих людей возникают вот такие глаза, и они говорят, что я никогда не смогу столько зарабатывать. То есть сразу ей идет негативная установка. Сразу. Еще 2 причины осталось? Да, ну, соответственно, это жадность, скупость, когда мы не хотим отдавать деньги, да. Скупость, экономия — это тоже, когда мы говорим, я не могу себе этого позволить, то есть мы не можем отдать деньги, соответственно, мы не можем впустить в себя эти деньги. Ну и следующая причина — это, конечно, зависть. То есть человек, который завистлив, который говорит, что он лучше меня, то есть я плохой, я не достоин жить в этом мире, соответственно, идет разрушительная программа, я не включаю в себя деньги. Зависть, она может сыграть нам хорошую шутку, да, такую штуку. Когда мы завидуем кому-то, подумайте, значит, я этого тоже хочу. Значит, это хороший знак, что вот, например, у моего соседа появилась хорошая машина. Да? Это знак, что у меня скоро тоже пойдут дела в гору. Значит, теперь надо думать, какие действия нужно сделать для того, чтобы достичь этой цели. И все. Зависть пошла в хорошую такую энергетическую струю. В 3 словах можно сказать все-таки, как приманивать? Вот думать позитивно. Так, думать позитивно, относиться к себе позитивно, к деньгам позитивно, да. Есть установка — это развивать свой, так сказать, приток денег. Подумайте, ту сумму, которую вы дохода имеете, прибавьте к этой сумме 10 тысяч рублей и подумайте, как бы ваша жизнь изменилась, если бы в течение полугода вы зарабатывали уже на 10 тысяч рублей больше. Как только вы представили все, насколько вы тратите эти деньги, на что вы тратите, представьте еще на 10 тысяч рублей, и так до 100 тысяч рублей. После 100 тысяч рублей, если вы не испугались, не решили, что вы эти деньги будете отдавать в банк на проценты, не решили, что вы эти деньги будете отдавать на благотворительность, не решили, что не испугались за свою жизнь, вы можете прибавлять дальше по 50 тысяч рублей. Это называется, мы поднимаем свой денежный потолок. То есть сколько мы готовы принять в свою жизнь. Это такая психотерапевтическая процедура, ведь если мы хотим стать богатыми от слова «бог», да, полноценно благополучными, нам нужно себя изначально уже представить благополучными. То есть мы должны представить себя в образе, что мы уже счастливы, мы уже дарим деньги, мы получаем разными способами, да, мы готовы к тому, чтобы вот этот оборот у нас постоянно происходил. Мы получаем деньги, мы их реализуем на какие-то товары, услуги, на поднятие своего образа жизни. И обязательно, еще такой момент третий, нужно, чтобы у нас при получении денег были и при трате денег были чистые помыслы. То есть не во вред людям, не во вред себе, не из чувства зависти, а то, чтобы этот мир становился лучше. То есть если вы понимаете, что вы обращаетесь к косметологу, предположим, да, и не думайте, вот, жид, женщина, да, хорошо устроилась, все женщины хотят быть красивыми, бывает такое, да, и вы отдаете с такими негативными помыслами, то считайте, что ни процедура вам на пользу не пойдет, да, ну и, соответственно, этот мир лучше не станет, вы эти деньги так и так потеряете, однозначно. А если вы воспринимаете так, что я помогаю к тому, чтобы жители Республики Коми становились красивее, да, тем, что я обращаюсь к ее услугам, соответственно, и деньги ей на пользу пойдут, и вам быстро вернутся. Это такой водоворот денег, деньги-ворот. Вот секретами, как привлечь денежные потоки в свою жизнь, сегодня нам поделилась этими секретами психолог Елена Юркина. Спасибо большое. Всего Спасибо доброго. вам за приглашение. Если вы не смогли что-то запомнить или не успели записать, напомню, посредством функции управления просмотром телевидения Ростелекома вы можете пересмотреть эфир рабочего полдня или посмотреть записи всех эфиров на сайте телекомпании jurgen.rf. Сейчас пришло время рекламы. Буквально через пару минут мы говорим о республиканском образовательном форуме, который завтра стартует в Сыктывкаре, так что не переключайтесь. Рабочий полдень вновь с вами. Завтра в столице Коми откроется Республиканский образовательный форум «Образование, государство, общество». Какие темы планируется затронуть и можно ли посетить интересные вам площадки, узнаем у заместителя министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Якимовой. Наталья Владимировна, добрый день. Здравствуйте, Екатерина. Расскажите нам, зачем потребовалось организовывать такой вот прям, я бы сказала, масштабный форум?
Ну да, на самом деле образовательный форум Республики Коми «Образование, государство, общество» проходит в 3-й раз. Но этот раз он особенный, потому что на самом деле мы планируем очень много мероприятий, значительное количество площадок и очень много внутрифорумных мероприятий. И именно в этом году впервые форум у нас будет охватывать 4 рабочих дня. Мы завтра стартуем и в пятницу будем завершать его работу. Кто принимает участие? Вот кто приезжает, может быть, хотя бы некоторые секреты раскрыть? Кто может приходить на площадки? Для кого? Вообще, если вы обратили внимание на название, это образование, государство и общество. В принципе, это те ключевые 3 позиции, это те представители именно этих 3, скажем так, организаций, ведомств и общества. Мы ждем их все у себя в гости. На самом деле это открытые площадки, это дискуссионные площадки, и мы сюда приглашаем, будем рады видеть всех участников образовательных отношений. А кто это? Это в первую очередь родители, законные представители, это обучающиеся, это, конечно же, органы исполнительной власти, это Госсовет, это иные организации, как образовательные, так и те, кто связан с образованием. На самом деле площадки форума и мероприятия открыты абсолютно для всех желающих. И отвечая на ваш вопрос, мы ждем очень много гостей, и спикеров, и модераторов непосредственно самих дискуссионных площадок. У нас будет работать очень большая демонстрационная выставка на базе Академии государственной службы. На Коммунистической мы приглашаем всех. 4 этажа будут заняты и демонстрационными площадками. Будут проходить интерактивные встречи, мастер-классы. Это как отдельное направление. Мероприятий много, обо всех рассказать не сумею, не смогу. Ну, хоть что-то, может быть, да. Но я хочу сразу пригласить всех на сайт. Создан специальный сайт образовательного форума. На сайте есть вся подробная информация, включая тех, кто приглашен и кто примет участие. И есть полная программа всех мероприятий. И вот завтра сразу, пользуясь случаем, я приглашаю всех желающих на 2 большие всероссийские научно-практические конференции. Одна конференция будет посвящена, она начнет свою работу с утром в Институте развития образования, она будет посвящена семейным ценностям и все, что связано с семьей, с ребенком, с взаимодействием образовательной организации ребенка. И вторая конференция, она будет посвящена уже качеству образования, то есть это тем вопросам, как надо работать, чтобы все-таки качество образования наших детей улучшалось. Но все-таки конференция подразумевает под собой какие-то просто доклады. Можно ли будет, если я как родитель приду и буду задавать свои вопросы, получится ли, будет ли кому ответить? Дело в том, что конференция будет работать по нескольким площадкам, и, естественно, вас с удовольствием примут на любой из площадок, вы сможете участвовать в обсуждении. Но для активного диалога мы всех ждем 4 числа, 4 октября в разных точках. В программе это указано, будет работать 10 дискуссионных площадок. А площадки в этом году мы построили по такому принципу, чтобы это не было докладами или выступлениями. То есть будут спикеры и будет модератор, который будет модерировать встречу для того, чтобы каждый желающий мог сказать свое мнение, поделиться своим опытом по той теме, которая будет задана. Любая дискуссионная площадка будет сопровождаться 3 секциями. Все секции будут начинаться в одно время и заканчиваться в одно время, потому что мы ставим перед собой задачу, чтобы желающий, будь то родитель, либо руководитель, либо педагог, смог посетить разные секции в разных тематических площадках. Нам это важно, потому что мы сами, как правило, если это педагогические работники, мы заинтересованы во многом. Это и духовно-нравственное развитие, это и цифровое образование, это и поддержка детей одаренных, это и работа с детьми, с лицами, с детками с ограниченными возможностями здоровья, это и дошкольники. То есть площадок очень много. Мы вас приглашаем познакомиться с программой на сайте министерства, на сайте Института развития образования, на сайте отдельно форума. Везде программа есть в доступе, и с удовольствием встретим всех желающих. Вот если есть специальная интернет-площадка, на которой можно ознакомиться с предстоящими событиями, где, во сколько, а если у человека нет возможности приехать в Сыктывкар для того, чтобы посетить, но ему интересно результат, будут ли выложены работы по результату? Конференция прошла, выложены работы, чтобы можно было ознакомиться, потому что это же интересно, на самом деле касается каждого. Конечно.
у нас в Республике Коми создан и недавно начал свою работу образовательный портал Республика Коми. И, соответственно, все это будет, все результаты будут выложены на этом образовательном портале. А 5 числа будет большое заседание, пленарное заседание по итогам форума. Мы приглашаем всех участников площадок в филармонию с 10 часов, где мы будем подводить итоги, принимать резолюцию и, соответственно, естественно, ее выкладывать и потом исполнять в дальнейшем. Спасибо большое, Наталья Владимировна, что пришли в гости, Приглашаем рассказали. Приходите, да, на самом деле, на образовательный форум «Образование, государство, общество». Я думаю, много будет что интересного, так что внесите свою лепту, да, может быть, своим вопросом, и узнаете что-то новое. Спасибо, всего доброго. Спасибо. А с вами, дорогие телезрители, увидимся завтра, ровно в рабочий полдень. Тема эфира «Дела сердечные». Как сохранить свое сердце здоровым на всю жизнь, узнаем у кардиолога Ирины Кошелевой. До встречи.